Ну давайте вопрос. Конечно, вам вас спрашивают, что в школе. Ну, конечно, мы сегодня тоже, вчера особенно писали. Да. Ну, коллеги, если раньше от класса объектов все зависело, то сегодня у нас самая главная критическая точка – это библиотекарь, директор школы. Вот с кем надо работать, понимаете? Потому что директора школ могут вот это сами штатное расписание делать, они экономят на вас. И там очень много совместителей сейчас. У меня, например, 56-й гимназия Санкт-Петербурга, она топовая школа, то есть она первые места в топ-100 школ России входила. Вот, и там знаменитая Борисовна Вильдес, вот недавно ее похоронили, она меня пригласила, и я там педсовет проводила. И знаете, нервничаю, что-то они вдвоем сидят, разговаривают, думаю, наверное, я это не туда. Но мы же из того поколения, мы же ходячий комплекс, нам же это скорее плохое про себя подумать, чем это. Вот. Короче, вдруг этот Сергей Владимирович, которого она вырастила теперь как директор школы, он куда-то убегает, входит ребят с розами. И потом меня со сцены берет, мы 2,5 часа вот про штатное расписание, про все вот это вот, про образование, про качество говорю. Потом я приезжаю, там где-то неделю через 2, у них образовательная формула. И она со мной на машине приезжает, и я говорю: слушай, моя Борисовна, я что-то тогда наговорила, как у тебя педагоги, что? Мы еще один специалист по разбору проводили. Короче, они сделали 6 ставок. Она взяла австралийскую модель. И у них сейчас в школе 6 ставок. По-моему, чуть больше 1000 учащихся. То есть мы сегодня... Да, сколько у тебя? Да, 1003, да, 2 ставки. А у них 6 ставок. Потому что идти все директора школ, вот эти, они идут от потребности школы. И она поэтому айтишника, вот это, как вот я видела в зарубежных, да, библиотеках, сидит парень с каталогом, занимается, да, но не корпоративная же это каталогизация. Вот, он помощник библиотекаря, он учится еще на библиотекаре, но он помощник. И он это, а педагог библиотекаря, она с детьми занимается. Она совершенно не другая, у нее уровень высокий зарплаты. Поэтому... Да, ломать. Да. Значит, это мы уже с вами проходили. Да, дальше. Вот, помните про Левенберга говорили, да, достойный человек. Вот, это, значит, про него. Дальше. Дальше. Здесь останавливаемся. Это слайд Татьяны Владимировича Муровской. Как говорят, какой бытию, такие следы оставляешь, да? Человек развивался, его нейронная сеть. И он хотел делиться этой информацией. Вот сначала вот так они оставляли, да, свои следы. Теперь вот так. То есть у нас эта внешняя память теперь вокруг Земли развивается. Идет ноосферный прогноз Владимира Ивановича Вернадского. Я уже вам говорила, да, что это некая интеллектуальная оболочка, но коллективный разум должен быть одухотворенным. А у нас сейчас этика отстает от технологий. Поэтому я айтишников в библиотечном деле не очень люблю, они себя... Значит, вы понимаете, они главные. Ребята, средства нам даете, да, надо быть современным. Как Ростот знаменитый, он к нам на мировой форум приезжал, и его цитируют наши коллеги Канады и Америки. Он говорит, что библиотека, мне очень эта цитата нравится, библиотека – это генератор высокотехнологичной среды школы, но самое главное – это катализатор особой культурности. Вот это вот два, да, поэтому у них IT-службы вокруг, они работают на библиотеке. Они отдельно тебе надо компьютер, саму осваивать. Часто меня кто критикует, я говорю, сначала нормативку замените, зарплату нормально даете, штат, а потом требуйте, чтобы у них там были все каталог целиком.
там, ну, представьте, ты не знаешь, чем зима, а я вам про космический дар рассказываю, да? Тут сидит, скажу, далеко от нашей жизни. Но я правда вот в этот момент, чтобы что-то позитивное сказать, слушай, говорю, пока нету нормального штатного расписания, все, учиться-то нужно, когда жизнь изменится, чтобы знать, куда идти. Ну, ой, здесь, видите, говорят, что количество подключений к компьютеру будет равно количеству клеток мозга. То есть вот коллективный разум, да, будет повторяться. Ну, дальше. Эволюционирование контуров. Мы с вами вот эту схему смотрели. Теперь дальше. Вы видите, про каждый контур рассказано. Вот в возрасте до 2 лет интерпретируется матерью, близкими людьми. Вот. И это обеспечение выживания, интуитивного избегания опасности. Это вот то, что природа с нами делает, да? Вот в мозге первый контур у детей разворачивается. И так человек развивался. На втором этапе эмоционально и территориально до 4-5 лет поведение ребенка. Да, и обеспечение эмоциональных, познавательных, территориальных, социальной иерархии, вот и самовыражение. Дальше в третьем, да, это символьная уже система, да, упаковывает, обрабатывает, классифицирует. Это от 5-6 до 12-13 лет. Опять вот это критическое, да, и очень важно ему вот эти этапы развития своего мозга не проскочить. Это все важно. Вот это я все вам в электронном виде. Сейчас объем же мы увеличили. Если надо, еще раз палками побьем себя. Вот. Но вот я сейчас пытаюсь, да, много впихнуть. Четвертый, до которого человек дошел, да, руководство нравственной, моральной, социальной, полувозрастной, профессиональной, да, родительские функции закладываются. Это до 21-25 лет. То есть видите, как природа все повторяет потом. Но это вот шло на протяжении эволюции человека. Дальше. А вот теперь видите контуры мозга, на которых работали гении. И пятый контур, он за обратной связью, сознание тела. Почему нам йоги, вот эта вся восточная, да, говорит, надо управлять телом. Вот на пятом контуре они очень хорошо свои сигналы слышат. У меня, знаете, такой вот эпизод, но я не буду рассказывать, чем я еще занимаюсь, куда я... Ну, в общем, я в одном месте очень интересно была, где энергия, где вот эта ноосферная группа собралась. А мне все время говорили: Татьяна, надо себя полюбить. А у нас же вот это было, я же старший вожатый, работала с артековскими, училась. У нас это общественное выше личное. Я была с Игошкиным знакома, который вот это все в 20-х годах разрабатывал. И у меня строго, понимаете, вот это. И флаговый там знаменосец упал во время... Мы проводили с 22 июня в лагере в Пионерском, значит, эту линейку. И приехали ветераны, там генералы. И у меня знаменосец упал. И я прям своим этим, потом, когда перестройка началась, думаю, сама дура. Родители говорят: ты у нас с флажком с детского сада ходишь. И думаю, детей ломала. Ну, такой у меня был загиб. Этот мальчик, значит, все вот так сгрудились над ним, смотрят врачи. Он так пришел в себя, от солнечного удара, да, упал. Пришел в себя, так всех меня нашел. И говорит: Тань, я знамя не уронил. Матерь Божья, святой. Они все потом за меня пили. Штык, там, комиссар, вот это. Понимаешь, знамя не уронил. Вот. Поэтому... Ой, зачем это рассказывать? Вот контекст не держу. Короче, видите, надо вот это вот нейросоматически, вот это с пятого контура, самое главное. Полюбить себя. Полюбить себя. Ой, спасибо. Значит, приехал в одно место, и там такая висит, это, я читаю. Значит, что надо, я своими словами, что надо из себя освобождать все плохое, в этом найдется на планете место, которое утилизирует мое плохое.
и освободить место для любви. Тогда будет чем делиться. И я поняла, что если я не научусь себя любить, то мне нечем будет делиться с вами. Понимаете? И это вот сразу сломалась у меня эта схема, да. Поэтому думаю, хоть на старости лет позитив должен быть. И вот внучки, у которой вот МГУ закончила, кстати, с 16 лет Лотмана начала, на форум приезжал к нам в Пушкина горе, вот чтение заложил. Знаешь, сейчас 6 языков. И такая она правильная, духовно вот в ней вот это все развивали. Она приходит ко мне в 15 лет и говорит: бабуль, что мне делать? Я всем завидую. Значит, это... Вот там эта девочка так делает, это так. Я говорю: ты знаешь, у Сократа самая главная победа над собой. Я говорю: соревнуйся с собой. Не с другими, а с собой. И тогда ты на эту девочку пошлешь другой сигнал энергетический. И ты подойди к ней и скажи: как у тебя это классно получается. Научи меня. И вот она теперь мне говорит: бабуль, у меня все получается, потому что когда-то ты мне, на день рождения что-то говорили умное, и вот она это сказала. То есть я себе тоже говорю, ни с кем не соревноваться. Насколько я себя, если вам поможет этот совет, себе говорить, насколько я сегодня лучше себя вчерашней. Понимаете, чтобы я никому, извините, вот замечание здесь сделала. Зачем? Полюби. Даже те, кто разговаривает. Да. Вот. Поэтому детям сейчас надо переходить на 5-й уровень. То есть становиться гениями. Потому что это не линейное, как мы говорим, про чтение. Да? Это очень связанные вещи. Мышление, чтение. А как, представляешь, почему читать с экрана быстро и глубоко тяжелее, чем с этого? Потому что здесь линейное чтение, а там не линейное. Вот как это связано. И вот видите, до 8-го уровня некоторые доходят, и они уже делают квантовый переход. Но это таких несколько человек на планете. Нам, видно, не дойти до этого уровня, но тянуться будет, да? Пошли дальше. И, как говорится, вот мы в ноосферной школе учим, вот такую модель сделали, да, высший потенциал. Расскажу полезное для вас, коротко. Мы перепроживание проходили, но мне, конечно, тяжело, 71 лет надо было. И там возвращаешься к родителям, когда они познакомились, и потом я даже видела, как это, роды принимают, как я. Мне еще говорят, руки видела или так упала? Вот, нет, в руки. Вот. И, короче, оказывается, дышишь в какие-то годы, когда у меня какие-то события происходили, я по-другому. И тут человек, который со мной разговаривает, он говорит, что было? И я ставлю в себя выше потенциал, и тетушка, которая на меня наезжала, ее уже нет в живых. Я нейтрализовала. Вот вы можете с тем, с кем у вас не получается, все же говорят, надо прощать, а оно не получается. А у тебя сидит обида. Оказывается, себя ставишь выше потенциал и мысленно обнимаешь вот человека. И я вдруг услышала от этой тетушки: да мы тебя любили. А ругалась я, потому что мои-то 2-3 приносили, а ты отличница была. Зависть, понимаешь? А она на самом деле, и она мне говорит, помоги моим деткам, кто остался живых, понимаешь? И у меня совсем другое состояние. Я вот это вот... То есть мы можем очень много изменить мысленно, понимаете, перепрожить какие-то ситуации, нейтрализовать этих людей. Дальше. Вот видите, тоже изучено, что только 8% детей сохраняют природный дар, который дают. Да? Это совокупная работа правого и левого полушария. Дети за ЕГЭ стоят сейчас на левой ноге. И нам на школе говорят, допрыгай хотя бы до двери, да, на левой ноге. Не получится. А ЕГЭ – это буквы, цифры. Это левое полушарие. А чтобы в правое полушарие вошла информация, необходимо мыслеобраз, то есть образное мышление. Опять чтение нам помогает. Образ вот этот, да, потому что, как Ирина Ивановна говорила, в чем уникальность чтения по сравнению с другими видами искусства?
Мы читаем и видим то, что не нарисовано, но мы это видим. Да, художник рисует, ты видишь, да, фильм, это кто-то уже там образ, да, я ребятам, когда выступаю, я говорю, Д'Артаньян, да, как Михаил Боярский придумал, да, и режиссер. А вот сколько читателей, столько и повествований, Николай Александрович Рубакин говорит, да, поэтому читая, у каждого свой образ, и мы видим то, что не нарисовано. И вот это развивает очень сильно воображение, которое является основой творчества. И вот это говорит о том, что надо развивать целостное мышление, это правое и левое, через прочувствование информации. То есть мы пропускаем сейчас этапы работы. Есть такая лесенка Пиаже, да, Жана Пиаже, который продумал лесенку, да, этапы работы с информацией. И первое – это сенсорный. И мы проводим по мозгу тренинг. Ну, в следующий раз закажете меня, я приеду к вам. Мы этот тренинг проведем. Значит, у нас это, как он, кафе это называется, внук у меня туда ходит, Бургер Кинг, да? И там, помните, короны бумажные были? Я натырила их оттуда. И, значит, вот для этого тренинга такой сделала на короне, там гипофиз, там такое тело, такое, в общем, все, что про мозг. И ленточки цветные. И у нас, значит, одна стоит зрение, да, лента от нее, ну, осязание и так далее, все сенсорные. И мы показывали, потом 4 группы соединялись в мозг. И я преподавала 72 часа, я преподавала когнитивные аспекты в работе современного библиотекаря 25 педагогам-библиотекарям Екатеринбурга. И когда мы в этот тренинг сыграли, замечательные слова сказала одна из одной гимназии библиотекаря. Она говорит, вы знаете, Татьяна Дмитриевна, я другие реквизиты получше сделаю. Значит, и с старшеклассниками сделаю это на педсовете. И покажу учителям, что не ломая свою образовательную программу, как они могут совершенно по-другому преподавать. Так что вот в новосферных школах они за полурока дети все понимают, получают 5, еще успевают домашнюю работу сделать. Потому что в школу домой они не приходят. То есть вот это дает великолепные результаты. Только за счет того, что мыслеобразы, понимаете, детям... То есть надо прочувствовать. Это понятно, да? Я быстро так... Дальше. Ну, сознание пропустим. Да, что это внутренний процесс. Знаете, была на одном мероприятии давно, и владыка одной территории в пленарке говорит, вот до меня выступали, 12 раз сказали слово «безобразие». А никто из вас не замечал, что безобразие и образование имеют один корень. Какой? Образ. И образование – это настройка на образ. Это коллективная и индивидуальная работа. Вот это, да, надо понимать. И мы сегодня вот несколько часов на эту тему говорим. Вот. И вы знаете, сейчас будет несколько слайдов, прям быстро-быстро, Ольга Михайловна. Да, что на уровне клетки все это из ноосферных. Войдет, посмотрите, да, немножко. Да, что на клеточном уровне, да, все как происходит. На вот остановись здесь. Вот здесь вот самое главное бифидобактерии, говорят, да, лактобактерии. Они, оказывается, информационные радиостанции и эволюционных сил клетки. Можно? И они вот играют, видите, радиостанции информируют другие клетки. Сейчас будет там один слайд, да, ну то есть это очень важно, да, что вот эту вот микрофлору и вместе с приемом, видите, материнского молока ребенок получает информацию, да, и мать как главная вселенная. Дальше. Ну, опять про бактерии, производитель. Вот, я до этого слайда хотела вас. Посмотрите, что провели исследования в американских тюрьмах. 85% заключенных – это те, у кого значит, было искусственное вскармливание. То есть не получил. Я просто, ребята,
про лактобактерии все поняли. Нам тоже, хоть мы не дети, но нам тоже вот это важно. То есть нам рассказывали специалисты, которые на этом уровне работают. И нам очень важно, это я вам как бы еще дополнительно, да, к природе ребенка добавляю. Но нам это важно еще как маму, да, и дедушки есть, наверное, маму, папу тоже важно. Все это сейчас диагностируется, лечится. Дальше. Вот. А мы что, это пропускаем? Вот уровень системы. Я же сама от себя устала. Вытерпеть его. Вот, значит, видите, вот есть такое, знаете, как говорят у нас внутри Министерство правды, вот детектор истины и лжи. И все на уровне норма, клерка, да, духовно-нравственная, нравственность. Это норма. И поэтому, если у нас нет никаких помех, то мы чувствуем, что такое хорошо, что такое плохо. То есть вот этот детектор у нас работает, надо просто его не сбивать. Дальше. Вот видите, если адекватно законам психики, то он может натренировать свой природный детектор и воплотить высший потенциал своей личности в жизни. То есть если повезет, да, с таким педагогом, и наращивается вот эта целеустремленность в работе над собой. Вот, закон энергии. Вот это, видите, написано масло. Вот как раз я в ней учусь. Вот так. Пролистывайте. Вот это позиционируемое, что целостное мышление – это золотой ключ к творчеству. То есть обязательно надо правое и левое. Потому что в правом проектной деятельности там долговременная память, там все. А левое, вот мы натаскали ребенка на ЕГЭ, и он быстро забыл, потому что это оперативно. И левое будет дополняться искусственным интеллектом. Ну, что вы сливать? Его и так. Вы едете, везут вас в машине, да, навигатор говорит, да, налево, там, гастишь, фантастишь. Раньше мы с картами ехали, с бумажными, да, а сейчас это и так будет, тебя будут достраивать, да, в этой жизни. Вот. Но правое никто не заменит, ни одна машина. И поэтому природный вот этот ресурс, интеллект надо развивать. Но для этого надо знать. Вот. Блокируем чувственное познание. Информация у него не усваивается. Плохие иллюстрации. Они не будут правое полушарие. Дальше. Узкоформатный, да? Ему надо быстро пропускать большой объем информации, а он по поверхности серфингом занимается, потому что не цепляется информация. Вот это лесенка Пиаже. Видите, в самом начале сенсорно-моторная и символьная. Вот это вот надо в информации, чтобы ребенок проходил. Поэтому вы, когда какую-то информацию даете, вы обязательно образами какими-нибудь, чтобы ребенок прочувствовал. Тогда он поймет и запомнит. А потом уже логика и все остальное. Фрагментарность. Когда множество мелких, видите, нам говорят, иллюстрация, не позволяет удерживать внимание и отвлекает от содержания целого. И он не может так текст держать. Вот как я сейчас. Ну, я перед таблицей еще. Так, пока, слава Богу. Вот. Нецелостности. Видите, несвоение информации. Вот. Взрыв мозга, и поэтому мы видим хронические заболевания, и, как говорят, потерянное поколение. Вот. Когда оба полушария, то мотивируется целостное мышление. Ну, творчество, да, развивается, закон творчества. Формировать навык, опознавать материал в слове, в образе. Про ритм. Но я долго обычно эту тему, уже все. А это уровень, слышали? Б это уровень. Вот когда манипулируют сознанием, вот соответственно вот этот уровень. А если
ты хочешь, чтобы что-то понял. Вот сегодня в библиотеке это не просто где тихо, нельзя говорить. Там ему, вот оставьте, музыка там, фотографируйте. Это очень полезная штука. Значит, в некоторых библиотеках специально включают такую музыку, чтобы он запоминал. То есть я могу потом прислать вам информацию, на каком уровне, да, ритмическом, у нас лучше запоминание. Не знаю, как было, я в школе учился все время с приемником. Сижу, учу, и какая-то музыка мне помогала. Вот они все посчитали. Вот помните, я рассказывала, да, что великодушие, благодарности, посмотрите, 140 герц, а гнев, гордыня, да, всего 0,8. То есть вам энергии не хватает. Если мы злимся на кого-то, да, то все, у тебя это все, как говорится, опускаются руки, как мы говорим. Вот это замерили физики. Это не просто какая-то, знаете, картинка. Это серьезное научное исследование было. Дальше. Ну, это вот это то, что мы делаем на тренинге. Вот они вот всякие вот эти штуки приклеивают. И потом за 15 минут все понимают, из чего мозг состоит и как он работает. И когда вот эту ленту мы убирали, синюю, вот это зрение, ну, тоже какие сенсорные вот эти, и не работала уже там какая-то определенная часть мозга не работала. И как-то это зрительно помогло библиотекарям понять на очень простом тренинге, понять сложные вещи. Дальше. Вот посмотрите. Смотрите, пожалуйста, сейчас найду человека. Увидели? Да? И так, увидели? Ну, могу вас поздравить, у вас работает правое полушарие. Да, такая вот она тренировка. Дальше. Вот эта книга, второе издание, я привезла из Австралии, автор в Канаде, нашла издательство в Америке, купила права, а она сейчас революционная в мире. Мы сделали второе издание, туда прикрепили вот эту QR-код, можете войти в проект «Когнитивная школьная библиотека». И там же 3 доклада в этой книге, 3 доклада наших будущих нейробиологов, которые на наших форумах читали. Я могу в электронном виде эту книгу тоже Ольге Михайловне, да, переслать, потому что уже ни одного экземпляра печатного нет. В электронном могу найти. Для вас это. Дальше. Ага. Ну вот наша роль к концу этой презентации подходит. Наша роль в переходе. Да, мы рисуем с вами будущее. Дальше. Надо встретиться с собой в точке 0, в точке А здесь сейчас. Ощутить, услышать, увидеть свою точку будущего, пригласить партнеров и распространить свой образ будущего через инструменты вовлечения. И буквально несколько. Вот сейчас я работаю с Алексеем Ермолиным, привезла вот эту книгу новую, тоже могу. Можно я сяду? Мы с ним познакомились в Госдуме, когда он сказал, что он создает новую профессию архитектора смысла. Ну, наш человек. Я к нему подошла, в общем, сейчас выезжаем иногда. Вместе он блестящая работа. Сейчас Саха Якутия пересекалась в Москве со специалистами школьной библиотеки. Про него прочитали, я дала им координаты, они его туда, в Якутию, вызвали. Ему в том числе дали 100 одаренных детей. И он за один день прошел семейный курс. Они такие проекты вечером защищали, что их министр, у них есть министр инноваций, он был потрясен. И он сейчас хочет, чтобы он там бизнес-структуру тоже почитал. Вот сейчас вышла его новая книга. Он, кстати, для неурочки просвещения, значит, он учит, как из текста смысл вытащить и сделать смыслографию какого-то, да, произведения, текста, а дальше инфография. И получается, это помощь и в работе
с докладами, с презентацией. То есть это очень современная, полезная книга. Советую его, Алексея Ермолина, найти в интернете. Могу Ольге Михайловне сбросить его интервью, где он всю систему вот эту показывает. Видите, молодой парень, и школу МХАТ закончил, и композитор, и много-много другого образования получил. Ну, просто я считаю, вот. И очень вот это интересное, да, архитектор смысла. Ну, пропускаем. Вот показывает, как с детьми можно, он сделал там 9-летним мальчиком медийным. Вот он набросал для меня, и он, видите, написал, что мы и воспитатели, и библиотекарь – это хранитель смысла. Ну, как место прогрессивного. Ну, он написал так, мне не очень формулировки нравятся, но смысл вы понимаете. То есть он новый рубль. Мы опять про нас любимых, да. Дальше, Господи, когда же все закончится, да, еще